В эфире информационный выпуск Хамши Укшара. Добрый вечер. Сегодня Министерство здравоохранения и соцобеспечения Абхазии получило ответ на официальный запрос в Министерство здравоохранения России о состоянии здоровья кандидата в президенты Аслана Бжани. Как отмечается в документе, общее состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Показатели гемодинамики стабильны. Отмечается положительная динамика. Пациенту проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Соответствующую лекарственную терапию получает. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии. В Краснодаре состоялась встреча кандидатов в президенты Аслана Бжани и Адгура Ардзинба. Они обсудили общественно-политическую ситуацию в стране. По возвращению в Сухум Адгур Ардзинба рассказал подробности встречи, в частности, что состояние здоровья Аслана Бжани улучшается. Он идет на поправку. Что касается заявления кандидата в президенты Леонида Дзапшева в прямом эфире 4 марта о необходимости переноса выборов на месяц, по мнению Ардзинба, говорить об этом нет оснований. Этот вопрос мы будем решать исключительно с Асланом Бжани. Ни штаб Аслана Георгиевича, ни кто-то еще. Этот вопрос нашей плоскости. На данном этапе необходимости в этом я не вижу, исходя из нашего общения, подчеркнул кандидат. Также Адгур Ардзинба отметил, что работа его избирательных штабов продолжается. Отменены были только встречи с избирателями. В ближайшие дни эта работа возобновится. Как сообщили наши редакции, в штабе кандидатов в президенты Аслана Бжани после встречи с Адгуром Ардзинба Аслан Бжани встретился с исполняющим обязанности секретаря Совета безопасности Абхазии Бесланом Квицинья, который также отметил, что состояние Бжани улучшается. Он подтвердил, что Бжани и Ардзинба в ходе встречи договорились продолжить переговоры в понедельник, 9 марта по телефону. В зависимости от состояния здоровья Аслана Бжани будет озвучено консолидированное мнение о возможности переноса даты голосования. По имеющейся информации, врачи научно-исследовательского института Краевой клинической больницы номер 1 под руководством главного врача клиники академика Парханова проводят необходимое лечебно-диагностическое мероприятие, оказывают всевозможное содействие в лечении Аслана Бжани. Сегодня Департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием относительно внутриполитической ситуации в Абхазии. В МИД отмечают, что внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта президентских выборов. Призываем всех участников избирательных процессов избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле с соблюдением демократических процедур. Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии. Остается приверженной укреплению многоплановых отношений, продолжает оказывать республике масштабное содействие, отмечается в частности в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. В документе подчеркивается, что Москва настроена и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом и в спокойном и прагматичном ключе в духе союзничества между странами. Указом исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба медалями за отвагу награжден медперсонал Ткварчалского военного госпиталя, созданного на базе районной больницы в годы Отечественной войны народа Абхазии. 27 женщин, среди которых врачи, медсестры и санитарки, были награждены за самоотверженный труд, высокие профессиональные и моральные качества. Церемония прошла в Министерстве обороны. Подробнее в репортаже Эсмы Гуланзая. Подвиг медицинских работников в годы Отечественной войны народа Абхазии вызывает безмерное уважение и восхищение. Благодаря труду этих женщин удалось спасти не одну сотню раненых бойцов и мирных граждан. И это на фоне трудностей, с которыми в военные годы сталкивалась медицина. Женщина не создана для войны, она создана для мира, для семьи, для любви. Но так волей и судьбой получилось, что нам пришлось встать на защиту Отечества нашего. Я акушер-гинеколог, и мое отделение, оно работало и на отделении легко раненых, и занималось обслуживанием гражданского населения и беженцев. 464 родов мы провели за время войны. Большинство медсестер, удостоенные чести быть награжденными медалью за отвагу, это из отделения тяжело раненых, из отделения легко раненых, из отделения приемно-сортировочного, которые от начала до конца несли свою службу.
Министр обороны Мираб Кишмария, лично вручавший награды, отметил тяжелые испытания, выпавшие на долю женщин-медиков во время войны и их вклад в общее дело победы. شوف تمنت أنا خوش كيرم خدير شاشة وزين دارز بسواش вертолет كاهس شو ترخص يا هشت زجي برزق خاصة ترزم دارز تبو باشاس وتشوش حرة يشخر جزواش خشم قا. Несмотря на переполнявшие эмоции и тяжелые воспоминания, в душе каждой из этих женщин живет надежда на лучшее будущее. Не все здесь, все до единого, они достойны, чтобы их вспоминали, их труд. Дай Бог, чтобы впереди, вот сегодня как нас наградили, всех их никого не забыли. Я хочу поздравить всех наших девочек, именно творчельцев. Большой труд был сделан им всеми. Я перед всеми ими преклоняюсь с наступающим праздником, чтобы никогда в жизни мы не знали, что такое война. В завершении мероприятия все присутствующие сделали памятную фотографию. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения в республику новой коронавирусной инфекции министр образования и социального обеспечения в Абхазии приказал ограничить проведение массовых мероприятий. В частности, запретить проведение организованных мероприятий в помещениях с участием детей. Кроме того, Государственной санитарно-эпидемиологической службе поручено усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, проводить опрос граждан Абхазии с выяснением стран, откуда они прибыли. СЭС также должно обеспечить работу горячей линии для граждан, вернувшихся с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и организовать медицинское наблюдение за ними на срок 14 календарных дней. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, обеспечить их немедленную изоляцию, госпитализацию в медицинские организации. Провести корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных. Настоящий приказ включает в себя порядка 18 пунктов. Напоминаем, что в Абхазии работает круглосуточная горячая телефонная линия по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции. Вы можете позвонить в любое время дня и ночи по телефонам 226 44 52 и 226 49 55 и получить консультацию специалиста по любым вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. «Моя профессия – мое будущее». Под таким девизом Абхазский государственный университет ежегодно проводит профориентационные беседы с выпускниками школ. В этом году цикл встреч с потенциальными абитуриентами начался в Галском районе. Репортаж Гугу Цевардани. Уже по сложившейся традиции за несколько месяцев до окончания учебного года профессорско-преподавательский состав Абхазского государственного университета проводит встречи с абитуриентами во всех районах республики. Помочь в выборе будущей профессии, подробно рассказать о факультетах АГУ. Главная цель таких встреч. В этом году первая профориентационная беседа прошла в Галском районе. В 2020 году Абхазский государственный университет объявляет прием документов по 30 направлениям подготовки и специальностям, охватывающим широкий спектр педагогических, сельскохозяйственных, инженерных, экономических, управленческих специальностей и направлений подготовки. Вниманию абитуриентов был представлен документальный фильм о различных направлениях и специальностях Абхазского государственного университета. Преподаватели и заведующие кафедрами АГУ подробно рассказали выпускникам о возможностях, которые предоставляют те или иные факультеты. Абхазский государственный университет сегодня один из лучших университетов Кавказа. Считаю не мы, это считает международное университетское сообщество. Обращаясь сегодня к вам, как преподаватель кафедры журналистики, мы бы очень хотели, чтобы к нам пришли желающие получить профессию журналиста,
из Гальского района. И поэтому лично я сегодня приехал и хотел бы увидеть тех, кто хотят стать журналистами и получить в университете нашем образовании. Мы готовы сделать все, чтобы ребята из Гальского района стали студентами нашего отделения журналистики. Я представляю филологический факультет Абхазского государственного университета, в частности, немецкое отделение. В процессе обучения на немецком отделении вы будете проходить также английский язык, также будете изучать латинский. И по вашей просьбе, если будет у вас такая просьба, мы факультативно вводим испанский и турецкий. Так что если вы хотите быть полиглотом, если вы хотите быть переводчиком, если вы хотите быть экскурсоводами со знаниями иностранных языков, я вас приглашаю на наше немецкое отделение. После официальной части встречи у абитуриентов была возможность пообщаться с преподавателями АГУ и получить ответы на интересующие их вопросы. Я поступаю на педагогический факультет начальные классы. Все официально не знала о педагогическом институте. Сегодня все узнала, мне лектора все объяснили. И сейчас все ясно. Я поступаю на исторический факультет Абхазского государственного университета. Я решила поступить именно туда, потому что я очень люблю историю. И даже с детства я мечтала быть учителем истории. Так что это моя детская мечта. Некоторые выпускницы уже давно сделали свой выбор. Например, эти девочки. Они одноклассницы, и цель у них одна. Нашей детской мечтой всей жизни являлось поступить в факультет журналистики, и мы решили поступить в Абхазский государственный университет. Я решила быть журналистом, потому что мне очень нравится писать, что происходит в течение дня. Мне очень нравится общаться с людьми. Нам особенно нравится общение, работа с другими людьми, интересно очень. Часто бывает, что просто хочется описывать день, который мы провели, что нового узнали, и передать эту информацию как можно многим людям. Кроме того, в этом году в апреле месяце на площадке Абхазского государственного университета вновь состоится Олимпиада «Путь к вершинам». Поиск талантливой молодежи и оказание им помощи в получении высшего образования. Основные цели Олимпиады. Победители Олимпиады зачисляются в АГУ без вступительных экзаменов. Следующая встреча профессорско-преподавательского состава АГУ состоится с абитуриентами Ткварчалского района. Гугу Савардания, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По информации Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 17-22 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.